Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Ашхабаде пенсионерку и ее сына осудили на 3 и 4 года соответственно. Семья считает это местью спецслужб. Пенсионерку Гульсинем Таганову, обращавшуюся публично к президенту, выделить ей квартиру за годы работы на госпредприятии, осудили на 3 года, а ее сыну Максату Джеббарову дали 4 года за помощь в сборе информации для зарубежных СМИ. Об этом сообщила дочь Гульсинем и сестра Максата в эфире туркменских блогеров. Женщина рассказала, что против ее близких правоохранительные органы устроили провокацию, вынудив супругу Максата подраться со своей свекровью. «15 декабря к прямому эфиру популярных туркменских блогеров Нурмухамета Анаева и Талыба Абасова подключилась жительница Ашхабада Арзуф Джеббарова. Она рассказала, что ее мать Гульсинем Таганова и брат Максат Джеббаров уже более года отбывают наказание за якобы причинение вреда здоровью жене Максата, но на самом деле из-за сведения счетов с ними работниками правоохранительных органов. Гульсинем Таганова – пенсионерка, которая более 16 лет ждала положенную ей квартиру, но ожидание ни к чему не приводило, чиновникам в администрации Ашхабада нужны были взятки. После тщетных попыток обращения в Генеральную прокуратуру, МНБ и другие инстанции, она в 2018 году с помощью журналистки Солтан Ачиловой обратилась напрямую к тогдашнему президенту Гурбангулы Бердымухамедову через сайт Туркменской инициативы по правам человека. Однако это ничего не изменило. А спустя 2 года она снова выступила с видеообращением к президенту, после чего местные власти и спецслужбы начали суетиться. Как сообщила Арзуф Джеббарова, сначала они попытались давить на мать через ее руководство на работе и вызывали брата на беседы в Хакимлик, угрожали. Гульсинем на угрозы не поддавалась, и тогда спецслужбы сменили тактику и начали помогать ей в оформлении жилья. В обмен они потребовали от нее прекратить общаться с независимыми журналистами. Об этом Таганова рассказала уже в своем 3-м видео в начале 2021 года. С тех пор о Гульсинем Тагановой ничего не было слышно, до недавнего момента. Арзуф Джеббарова присоединилась к эфиру блогеров, чтобы рассказать, что ее мать и брат уже больше года отбывают незаслуженное наказание. Матери якобы отомстили за многочисленные публичные обращения к президенту, а брату за то, что он помогал Солтан Ачиловой собирать информацию для зарубежных СМИ. 11 сентября 2023 года Бакты-Ирлыкский Этрапский суд Ашхабада признал Таганову и ее сына Максата виновными по статье 108 Уголовного кодекса Туркменистана «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Женщину приговорили к 3 годам колонии общего режима, а ее сыну дали 4 года. Поводом для обвинений стало заявление супруги Максата Дур-Солтан Джеббаровой. В семье возникла ссора по поводу воспитания детей, и согласно заявлению женщины, супруг и свекровь применили к ней физическую силу. Те же в свою очередь показали, что никто не поднимал руку на Дур-Солтан. Наоборот, Максат защищался, когда женщина пыталась отобрать у него телефон во время съемки. В распоряжении Туркмен Ньюс есть фрагмент видео, которое как раз заснял мужчина. На нем видно, что свекровь и невестка схватились друг с другом, а кто начал потасовку, непонятно. На суде Таганова и Джеббаров частично признали вину, однако, по словам Арзуф Джеббаровой, Дур-Солтан не сама дошла до жалобы в органы, а в любом случае с помощью сотрудников спецслужб. Арзуф считает, что, возможно, те пообещали ей работу, а может и квартиру, в итоге таки полученную матерью после ее многочисленных обращений. Но уже потом, после суда, она призналась, что ее заставили спровоцировать конфликт в семье, а затем написать заявление. Правоохранительные органы в рекордные сроки довели дело до приговора, хотя большинство жалоб на насилие в семье в Туркменистане вообще не разбирают. Туркмен Ньюс – известны случаи, когда полицейские советуют пострадавшим от домашнего насилия женщинам терпеть и не позориться.
Справедливости ради следует отметить, что в марте 2021 года Гульсинем Таганова квартиру все же получила, а уголовное дело против нее и сына началось 2 с лишним года спустя. Как бы то ни было, но ни Гульсинем, ни Максат не подпадают под президентское помилование, хотя люди с их статьей выходили на свободу до окончания срока. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.